Искусственное осеменение в настоящее время является наиболее прогрессивным методом воспроизводства стада. Она способствует ускорению генетического прогресса, получению потомства, обладающего желаемыми качествами. В нашем районе искусственное осеменение начало применяться еще в начале 2000-х годов. Наилучших производственных показателей в этой области сегодня достигают техники-осеменаторы общества «Племзавод Урожай» Радик Харисов и Радим Семенов, Ильсур Гумеров из кооператива имени Мусы Гареева, Эльмира Рахимова из кооператива «Илиш», Ренат Муртазин и Ренат Саитов из общества «Урал». На сегодняшний день все сельхозпредприятия района полностью перешли на искусственное осеменение. Сейчас же быстрыми темпами его начали внедрять и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Именно для этого в августе текущего года при информационно-консультационном центре был создан сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Партнер». Такой вид кооперации, оказывающий услуги по консультированию и ведению искусственного осеменения, пока первый в своем роде в республике. Объединение илишевских фермеров получило и государственную поддержку в виде гранта на 2 миллиона рублей. Партнер деген кооператив uyuштырдык искусственное осеменение боюнча. Буларда biz фермерларны обслужить жашапбыз. Барлыгы 10 фермер кирди бу кооперативка биздин. Biz alarını сопровождать yaşayız. Gerek vakitte seminarlarda yardım etamiz. Tonalarını senkronizasiya bilan o'tkazamiz. Biz shunday vaqtlarda o'zimizda kelamiz. Ablay o'zlari mana fermerlarni kimdir dayar qilsin qo'yda, kimdir skotnigan o'ratalarni shular o'zlari seminар bilan yashashaqlar endi. O'zimizga biz o'zi oldik, detektor teshkin qoldik, shular bilan сопровождать yaşayapmiz. Барлыгы 1000 баш сыерны обслужить yaşayapmiz endi әлегә фермерларның барсы да киреп бетмәделәр, но башкалар да ризалык бирделәр шу эшне оештырырга инде. Искусственное осеменение булмай, әгәр дә үгез белән генә осеменение итсәләр инде урында гына топтанып торачаклар. Хәзер менә бездә результатлар күренә колхозларда, уже таналарның сыерларга караганда күпкә сөтләре артыграк. Семинарлар кайткачтан халыкка да йөрәчәкбез. Халыкка үзләренең сораулары буенча кемгә иткә сорарга кирәк булачак, ит нәселнеке белән кушырачакбыз, сөтнеке кирәк икән, сөтнеке белән кушырачакбыз. Детектор тишкәндә бу польский производство, әйбәт прибор инде. Нигә осеменениялар буенча Траменский дигән фирманың иң әйбәтләрдән шутлана инде Россия поставляет тушыларда. Моның белән без скрытый тишкалар була, шундый вакытларда шушы прибор белән карайбыз инде. Монда кнопкалары бар. Ularga bir şey kırtıp, onda damlaları korunaşak, sonları korunaşak, şu şundan. Ama sizden uzunluğunda. Понятно, что успех работы по искусственному осеменению зависит от квалификации осеменаторов, работающих в хозяйстве. Поэтому регулярно при информационно-консультационном центре для специалистов и для новичков отрасли проводятся обучающие курсы. Каким спиртом будем пользоваться, кто помнит? 70% спирт сертификат, все верно. Так, все, там полностью использовали, все убрали, все приготовили. Приготовили салфетку для того, чтобы протирать поэту. Смотрим температуру воды. В норме она у нас какая? 37-38 градусов. Все, убедились, что температура у нас соответствует той, которая нам нужна. И приступаем уже к извлечению семени. Специалисты общества «Уралплемцентр» из Екатеринбурга дают подробный инструктаж, включающий в себя обучение правильному обращению с генетическим материалом, выбору оптимального времени для семенения и так далее. Знания, полученные на лекциях, сразу же закрепляются на практике в фермах сельхозпредприятий. «Уралплемцентр» – это своего рода организация по искусственному осеменению, одна из ведущих на Урале. То есть мы производим семя, поставляем его в криоконсервированном виде. И успех наш заключается не только в том, что это семя качественное, но и в том, что мы сопровождаем наш продукт. То есть вот как раз то, что мы проводим обучение здесь, в Илишевском районе, совместно с ИКЦ, это как раз одна из тех сторон нашей работы заключается в том, что в укреплении отношений с нашими партнерами мы заинтересованы в первую очередь в том, что наши клиенты будут успешно работать, у них будут отличные показатели по воспроизводству, поэтому мы стараемся повысить их квалификацию. В нашу программу повышения квалификации входит
как теоретическая часть, так и практическая, которую вот мы сегодня на ферме проводили. Все стороны этой работы сложной показать. Плюс знания как бы в теории анатомии, физиологии, допустим, половых репродуктивной системы коров и самих сперматозоидов, которые мы производим, да, чтобы научить людей работать правилам. Время меняется сегодня, новые современные как бы технологии и современные веяния, требования, так сказать, которые мы тоже изучаем, постоянно меняемся и пытаемся донести, да, до операторов по искусственному осеменению. Венер Зарипов, фермер из села Кушбахты, с 2016 года занимается молочным скотоводством. На обучение по искусственному осеменению пришел сам и с ясной целью – быстрее внедрить в своем хозяйстве передовые методы воспроизводства стада. Әрбір мал учет табыла бит инде. Кашан сыйыр кашкан, кашан зооларга тиеш, бүтүн бирде журналда алынып бара, учетка алынып барыла. Теге угыз белән чир күче, ните диләр узакламый, вообще андый бер законга кертәләр бит инде, что угыз белән кашкан сөтнең чирләр белән зарарланырга может дип баралар бит инде. Шуңа мин наклап шул осеменениега күчергә дип планлаштырып торам инде. Яңалык инде бу безгә. Дөресен генә әйткәндә. Бүтән эше дә бей наклап өйрәнергә тырышабыз инде. Укытырга килгән егетләр бик әйбәт укыталар, аңлаталар. Башта ничектер кыенрак инде, эшләгән эш түгел бит инде. Ну, әкренәп соңыннан килеп чыкты инде. Не секрет, что эффективное воспроизводство стада является ключевым условием коммерческого успеха в скотоводстве. Важно вовремя сделать корову стельной. Есть стельность – будет теленок, а значит, будет и молоко в изобилии. Алина Хадимуллина, телерадиокомпания «Илиш».